Путин сделал срочное заявление насчет завершения своей СВО и озвучил последнее условие. Россия официально начинает снижение расходов на войну. Путин решил взбесить Трампа. Назад пути уже нет. Как отреагирует хозяин Белого дома на то, что ему перешли дорогу? Мир замирает в ожидании, момент истины готов наступить. Подрыв полицейского колледжа в крупном российском городе. Успешно работают партизаны, и их все больше, пока в семье Кадыровых радуются новым наградам. Не поверите, каким. Протесты в России. Российские силовики бьют тревогу. Каждый четвертый готов выйти на улицу уже хоть завтра. Из-за чего? Россия резко меняет границы в водах Балтийского моря, заявляя о праве на территорию, и запускают грозные ракеты, которые могут нести ядерный заряд. Продолжаются диверсии в Германии, хотя кое-где объявлено перемирие. В какой войне, наконец? Расскажем. Это и многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Путин сделал заявление насчет завершения своей СВО и назвал один нюанс. Мы, хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом. Конечно. Но на это все и рассчитывается у нас. Именно под это, а не под агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО. И мы планируем уменьшать расходы, а они планируют увеличивать. Так кто ведет себя агрессивно? Не мы агрессивны, а Запад это так называемый коллективно агрессивный. То же самое на Украине, кстати, происходило. Какой нужен результат так называемой СВО, и когда конкретно он хочет ее завершить, Путин не уточнил. Но о конце войны стал говорить все чаще, теперь еще и о снижении расходов на нее. Олигархи же недовольны, да и народ. Но куда делся тот саркастичный и задорный Путин? На глазах теперь все больше усталости, раздражения и злости. Сами скоро сдохнут там. Вновь все их кинули, надули, на ошибках не учатся, получается. С того, что нас надули, обманули грубо, как у нас в народе говорят, кинули просто. А еще, по словам Путина, Россия готова к новому раунду переговоров с Киевом. Когда и где, не уточняется. Короче говоря, ничего нового. Правда, время от времени настроение хозяина Кремля повышается от предвкушения новых войн. Сейчас чуть-чуть припала цена на нефть. Ну, не чуть-чуть, а там с 75 до 65, там из 66, сколько сейчас он там колеблется все время. А если что-нибудь еще произойдет на том же Ближнем Востоке, что будет? Минус 2 Су-34 и как минимум $100 миллионов. Прямо в глубине России СБУ и ССО провели точнейшую ювелирную операцию. Уничтожили 2 российских многоцелевых бомбардировщика и повредили еще 2. На военном аэродроме Мариновка в Волгоградской области в 400 километрах от фронта. Удар нанесли дальнобойными дронами, вместе с самолетами сгорела и ключевая инфраструктура. К слову, всего у России таких самолетов осталось около 100. И это важный удар по авиации РФ, которую та использует для бомбардировок Украины. Июнь стал самым черным месяцем для российской авиации с 1945 года. Ни Корейская война, ни другие конфликты не давали такого концентрированного удара по авиации за столь короткий период. За последние 30 дней уничтожено как минимум 13 стратегических самолетов, а всего выведено из строя до 40 единиц авиации. Подрыв полицейского колледжа в России. В Назрани, крупнейшем городе Ингушетии, взорвано здание полицейского колледжа. Ответственность за эту атаку взяли на себя вооруженные силы Ингушетии, подпольная организация, которая выступает против путинского режима и российского контроля в республике. С момента открытия в 2023 году этот колледж стал центром подготовки будущих карателей, которые учатся подавлять свободу собственного народа под видом образования. С разрешения Аллаха мы не позволим превращать наших сыновей в изменников. Подпольщики также подчеркнули, что при подготовке операции они учитывали близость объекта к гражданской инфраструктуре, поэтому использовали взрывное устройство малой мощности, чтобы исключить жертвы среди мирного населения. Это не первая акция этой структуры. В марте прошлого года в Карабулаке спецназу ФСБ пришлось вести с партизанами бой несколько часов. Российские силовики, как всегда, назвали участников террористами и исламистами.
Семья Кадыровых получила очередной трофей, разумеется, заслуженный. В этот раз награду добыл не сын Адам, а тряхнул стариной папа Рамзан. Хозяин Чечни стал обладателем почетного знака «Кентавр», высшей награды Совета главных архитекторов России, сообщает мэрия Грозного. Правда, на церемонии вручения Рамзан Кадыров отсутствовал, о причинах не сообщается, равно и о том, за какие же заслуги в области архитектуры глава региона удостоился столь высокой награды. В прошлом году Кадыров-старший был отмечен знаком «Почетный строитель России», а также стал почетным работником агропромышленного комплекса страны. В свои 48 Рамзан Кадыров является обладателем десятков наград, в том числе ордена Героя России, медали за защиту прав человека и даже за вклад в стоматологию. Ну а сейчас вот еще и главный архитектор нового дивного русского мира. Каждый четвертый в России готов выйти на протесты уже хоть завтра. Не мешаем работать сотруднику полиции. Правда, речь не о самих россиянах, а о трудовых мигрантах. Причем речь не о борьбе за социальные права, а о праве жить по законам шариата. Об этом рассказал российской газете секретарь Совета Безопасности Юрий Котов. Свои утверждения чиновник сделал на основе последнего опроса, который провели не обычные социологи, а Федеральная служба охраны, той самой, которая охраняет Путина. По словам Кокова, шариат светскому законодательству предпочитает более 40% мигрантов, а к незаконным акциям готов присоединиться каждый седьмой. Результаты проведенного анализа свидетельствуют, что значительная часть выходцев из Центральной Азии является приверженцами религиозных взглядов радикального толка, приобретенных у себя на родине под воздействием популярных там исламистских проповедников. Беспокойство у секретаря Совбеза вызывают не только мигранты из Центральной Азии, но и переселенцы из Украины, коих в России насчитывается 1 миллион. Приезжих, по словам Кокова, все чаще пытаются использовать в своих разведывательно-диверсионных целях зловещие зарубежные спецслужбы. Прямо как при Мао, в Китае снова грандиозные очистки верхушки высокопоставленных силовиков. Как пишет Bloomberg, там в опалу попал очередной военачальник, адмирал Мяо Хуа, один из всего 6 членов Совета, которым лично руководит Си Цзиньпин. Его уже вычеркнули из ключевого органа за серьезное нарушение дисциплины. В Китае это почти всегда значит одно – взятки. Ранее Мяо Хуа также исключили из парламента. А в армейских кругах слухи о задержаниях других генералов. Один из них якобы даже покончил с собой, другие исчезли из поля зрения. Си продолжает строить систему полной лояльности, а верхушка армии снова под прессом. Все как в старые добрые времена, когда за малейшее подозрение в нелояльности можно было исчезнуть навсегда. Объявлено перемирие, но в торговой войне. США и Китай подписали сделку. Страны объявили о подписании нового торгового соглашения. Об этом заявили и президент Трамп, и министр торговли США Латник, и власть КНР. Суть: Вашингтон отменяет часть ограничений, Пекин поставляет редкоземельные металлы и открывает экспорт товаров. Также ожидаются шаги навстречу в сфере образования и инвестиций. Это первый шаг к разморозке крупнейшего торгового конфликта мира и потенциальный сигнал другим странам. Америка возвращается к сделкам, но похоже, что на своих условиях. Россия своих бросает. Чудом выжившие участники легендарной спецоперации «Поток», более известной как «Газовая труба», столкнулись с серьезными проблемами. Горюют Z-пропагандисты. В больницах Курска бойцам ставили диагноз «острый бронхит средней степени тяжести». Кинули как собакам 100 тысяч рублей, а у части бойцов уже этот псевдобронхит перешел в рак легких, в тромбоэмболию. Операцию «Поток» проводили в марте с целью вернуть под контроль Суджу в Курской области, которая с августа прошлого года находилась под контролем ВСУ. Добровольцы прошли внутри газовой трубы почти 16 километров и 6 дней жили в ней, ожидая наступления. Операция широко освещалась кремлевской пропагандой. В итоге, как пишут пропагандисты, все выжившие получили поражение легких, и никто из них не получил наград. Как говорится, дело труба. Очередная диверсия на территории Германии и снова рука Москвы. В Эрфурте сгорели 6 военных грузовиков. Местная полиция начала расследование, сообщает телеканал МДР. Симптоматично, что первым видеоролик с горящей техникой на парковке появился накануне в Z-канале «Повернутые на войне». Авторов распирало от гордости. Есть такой город Эрфурт в Германии, куда свозят на ремонт различную военную технику для нужд ВСУ. Наши люди решили, что все это лишнее. Не нужна ВСУ такая техника, и просто ее сожгли. Такие дела.
Аналогичный инцидент произошел в ночь на 6 июня в Нижнесаксонском Зольтау. Неизвестные подожгли 6 армейских машин, одна из которых сгорела дотла, а 5 других получили серьезные повреждения. Ущерб оценили в более чем 500 000 евро. Ранее руководители нового правительства Германии заявили о том, что больше не будут раскрывать подробностей о поставках вооружения Киеву. Москва снова перешла черту, и на этот раз не только территориально. Российские войска взяли под контроль одно из крупнейших литиевых месторождений Украины, возле поселка Шевченко в Донецкой области. Об этом пишет Le Figaro. Речь о 40 гектарах стратегического сырья, и не только лития, который там можно добывать без капиталоемких технологий. В отличие от России, где его не добывают. Месторождение также богато целыми залежами тантала, ниобия, бериллия, цезия и рубидия. Это металлы будущего, без них не будет ни ракет, ни айфонов. Это уже второе из 4 украинских литиевых месторождений, перешедших под контроль РФ после крутой балки в Запорожье. В итоге Россия удерживает половину известных запасов лития в Украине. А теперь вопрос к Вашингтону, что скажет Дональд Трамп, который после долгих переговоров все же подписал с Киевом долгожданную сделку по разработке недр и получению доступа к редким металлам. Его реакция может стать не только политическим, но и экономическим взрывом, а разъяренный Трамп опасен для мира. Впрочем, грабеж продолжается, и мир ждет хоть какого-то ответа. А Кремль в очередной раз не только ставит ногу на украинскую землю, но и накладывает руку на недра. Россия перерисовала карту Балтики и гремит ракетами. Что дальше? Москва внезапно изменила морские границы в Балтийском море. На бумаге формальность, якобы просто обновили советские координаты. Но на деле это прямой вызов НАТО. В списке стратегические острова Соммерс, Гогланд, Малый Тютерс. В Софеде уже заявили, карты им принес не Лукашенко. Шутка, так там не сказали. Там сказали, что это ответ Лимитрофам и Рютте, который якобы хотел превратить Балтику во внутреннее море Альянса. И пока на севере шевелят границы, на востоке шевелят и расчехляют очередные ракеты. Минобороны РФ начало учения с ярсами, межконтинентальными комплексами, способными нести ядерные боеголовки. Пока в Сибири, в марш-броске с противодиверсионной охраной. Страшно ведь. Россия демонстрирует, она готова к эскалации не только на фронте, но и по всему периметру. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.